Олег Ришатович, все-таки у татарского языка сколько диалектов на сегодняшний день? Этот вопрос давно уже решенный. Этот вопрос мы для себя, мы, ученые, татарский народ, решили еще в XIX веке. Поэтому можно четко сказать, что у татарского языка 3 диалекта. Западный, средний и восточный. Как вы заметили, наверное, уже это название диалектов происходит откуда? По их изначальному географическому расположению. То есть представители западного диалекта Мишари, как их мы другое называем, этнографическая группа татар, они жили западнее по отношению к Казани, к среднему диалекту. А представители среднего диалекта мы традиционно называем еще как казанские татары. А, естественно, уже представители восточного диалекта, это западно-сибирские татары, они жили восточнее по отношению к среднему диалекту. Итак, у нас есть 3 диалекта, это западный, средний, восточный, которых мы по-другому называем Мишари, казанские татары и сибирские татары. Все так просто? Все так просто. А кто изучал татарские диалекты? То есть это татарские ученые или это какие-то российские, русские ученые? Первые исследования татарских диалектов начались еще именно как диалектов именно с точки зрения науки, с точки зрения лингвистики, начались еще в XIX веке. И даже основателем татарской диалектологии как науки мы считаем Александра Григорьевича Бессонова. В 1881 году у него вышел очень такой хороший труд с исследованием татарских диалектов. В то время он изучил так называемый северо-западный диалект, который находится на восточной части Татарстана и западной части Башкирии. То, что мы называем мензелинским диалектом. Вот, с него началось. Потом уже внесли свои исследования, проводили Николай Катанов и другие, Сергей Малов из поездки Мишаровка, у него есть такой труд. То есть первые исследователи татарских диалектов это были русские ученые-тюркологи. Именно они свое слово сказали первыми. А уж после, и среди них были, конечно, и татарские, например, Галимзян Ахмаров был. В то время он был преподаватель Казанского императорского тогда университета. Позже уже, когда созрели наши собственные кадры, началось изучение татарских диалектов. Это уже, нужно сказать, вот с первых дней основания нашего института, 1939 года, в 1940 году уже была первая экспедиция. И организовал его Латиф Заляй. Первым организовал кафедру татарского языка, и первые экспедиции были, кстати, в Сибирь. Организовал его Латиф Заляй уже первый год существования института. И в дальнейшем татарская диалектология очень сильно развивалась. Были первые экспедиции, много было экспедиций. Из таких сначала перечислю, наверное, ученых, это Диляра Гарифовна Тумашева. Она изучила Западную Сибирь. Лейля Тахировна Махмутова, Наджия Пабруханова, Тазиля Хайруддинова, Фарид Юсупович Юсупов, Дарья Байрамовна Рамазанова, Флера Саитовна Баязитова, которые, кстати, еще до сих пор у нас работают. Вот. Они и другие, они вот буквально обследовали каждый населенный пункт. Результатом их трудов вот, в 50-х годах прошлого уже сейчас столетия диалектологи начали изучать, собирать материалы для диалектологического атласа татарских народных говоров. Эта работа продолжалась достаточно долгое время, я уже сказал, что начиная с конца 50-х, начала 60-х годов, и атлас был создан только в 1989 году, вышел. Но, тем не менее, наши тюркологи среди тюркских народов первыми создали вот такой атлас татарских народных говоров. Чтобы понимали, здесь сведения о всех населенных татарских населенных пунктах. То есть это своеобразная перепись пунктов? Да, они каждый населенный пункт прошли на своих ногах. Вы представляете, в 50-60-х годах какой это титанический труд был? Сколько населенных пунктов там? 838 населенных пунктов. И по каждому пункту, по каждому населенному пункту там обозначение, что означает какого их состояния. Вот такими мелкими, видите? Вот это
населенные пункты. И, например, берем буквально букву, звук А. Мы знаем, что в татарских диалектах буква А, вернее звук А, есть огубленный вариант в среднем диалекте, есть открытый А-вариант в западном диалекте, есть еще более сильно огубленный в у западносибирских татар. Есть параллельные варианты, когда и окающий вариант есть, олма, есть и акающий вариант среди пермских татар. И вот здесь обозначение на каждый тип буквы А, звук А. Но не только звук А. Таким образом, вот в этих картах отражены все гласные, все согласные, все грамматические особенности и наиболее часто встречаемые лексические элементы тоже собраны в этом атласе. Допустим, простой человек сейчас найдет эту книгу в интернете, в электронном варианте. Она, кстати, есть в электронном варианте? В электронном варианте она находится не в виде книги, она находится в виде специального сайта. Сайта. Нажимаешь, сразу видишь все. Ссылку я поставим внизу. Да. Поэтому... Вот он попадает в этот сайт. Он знает, что у него, например, родители произошли из какого-то там татарского населенного пункта, скажем, на северо-западе Башкирии. Он находит, допустим, этот населенный пункт. Там будет информация о том, на каком языке, на каком диалекте разговаривали? Там будет информация о том, когда эти места заселили, есть карта такая, времена заселения, когда какие народы жили, и там будет информация, к какому диалекту это относится, к какому говору этого диалекта относится. Я еще не сказал, что у нас вот 3 диалекта есть, а каждый диалект еще он подразделяется на множество говоров, которые расселены. Об этом, наверное, сейчас подробно еще тоже расскажем. И увидит, какие языковые особенности его населенного пункта, вот это все он увидит. То есть, в принципе, у него такая информация есть. Да. Немного вернусь назад. Давайте еще раз поговорим об исследователях. Значит, я вас понял так. Есть как бы первая когорта исследователей российских тюркологов. Да? И потом уже наши татарстанские кадры, Да. получается. Первые исследователи, вот может у кого-то из них исследования, скажем так, устарели. Может быть, последующие когорты исследователей сделал ревизию их выводов научных исследований. Вот какая-то такая рефлексия была? Естественно. Естественно. Она наука, поэтому и наука, что она именно вот так она и двигается. Мы, когда, например, я же сказал, что наши уже современные, даже советский период, наши исследователи объездили по всем населенным пунктам. Наука же, она не строится только на том, что ты видишь сам и собираешь. Естественно, мы собираем материал, но прежде чем собирать материал, мы изучаем тему, кто что говорил по этой теме. Если ты этого не делаешь, если ты не обращаешься к своим предшественникам, то это уже не будет наукой, то каждый раз мы будем изобретать велосипед. И, в принципе, мы видим, что вот все выводы и все данные, которые приводили эти русские тюркологи, они подтверждаются еще раз и нашими учеными. То есть, условно говоря, нет того русского ученого, который, например, ошибался бы? В принципе, нет. В принципе, нет даже, думаю, да. И мы почему-то думаем, что если, например, что вот мы живем в 21 веке, и что мы более умные, чем, например, люди, которые жили в 19 или даже 16 веке. Нет, голова-то человека устроена одинаково, когда он видит, он, если это тем более хороший, а среди, кстати, русских тюркологов-то было много немцев, тот же самый Кепин или Ратлов, он объездил весь Сибирь. В кибитке двухколесном, как он называется, вот, двуколка, он сидел на двуколке, сзади сидела жена, вместе с женой объездили весь Сибирь. Они собрали столько материалов интересных, фольклорного, топонимического, языкового плана. Вместе с женой они объездили весь Сибирь, посетили каждый населенный пункт и с немецкой точностью фиксировали все эти явления. Сейчас, в принципе, есть дискуссия между башкирскими политтехнологами, да, и татарским населением, там, юга Татарстана и северо-запада Башкортостана. Скажите, пожалуйста, все-таки их татарский язык, язык вот этого вот ареала, он отличается от татарского литературного языка? Смотрите, на территории Башкирии распространено 2 диалекта татарского языка. 2 диалекта татарского языка представлены там несколькими говорами. Если мы берем западный диалект, там находится, расположено 2 диалекта. Это на южной стороне. Это Стерлитамакский говор мишарского диалекта и Байкобашский говор.
А средний диалект представлен там другими. Это прежде всего мензелинский говор, который ареал распространения его не только в Башкортостан, но и весь восток Татарстана. Я посчитал примерно, по-моему, надо вот уточнить, может быть, около 60 районов вместе взятых. Он наиболее массивный — это мензелинский говор, бирский говор, Курмантауский говор, Топослинский, Учалинский, Златоустовский говор. Златоустский и Учалинский говор находятся немножко на востоке. Они выходят за пределы Башкирии и в Челябинскую область. А вот мензелинский говор, когда башкиры говорят о северо-западном диалекте, они прежде всего подразумевают мензелинский говор и частично бирский говор. Вот. Мензелинский говор на сегодняшний день — это самый большой говор вообще татарского языка. На мензелинском говоре говорят больше всего татар. 1,5 миллиона человек примерно. Ориентировочно Это такая вот эти сумма. вот окончания маем. Маем, бармаем, хайтмаем, да, кадалбдау — это мензелинские. Мензелинский говор, значит, самое большое распространение получил, я уже сказал, что это мензелинский говор. Что интересно, еще в 17-18 веке среди ученых возникали такие споры. Какая этническая группа, какой народ преобладает в составе типтяр-бабылей? Так, территориально это они где, получается? Это тоже самая территория, где вот сейчас мы говорим типтяры, башкиры, это вот северо-запад, то есть это запад Башкирии, восток Татарстана. Там, где распространен мензелинский говор. Мы же сейчас про это говорим, они же говорят, что вот типтяры, башкиры, новобашкиры, да, различные. Смотрите, спор был о чем, вот интересный момент. Они спорили о том, какая этнографическая группа, какой этнос, какой народ находится, преобладает в сословии типтяр-бабылей. О чем это говорит? О том, что говорит, что для ученых того времени не стоял вопрос, что типтяри или башкиры или новобашкиры народ. Они знали, что это сословие, и спор шел о том, кого там больше. Потому что среди типтяр, мы знаем, что были не только татары, были чуваши, были марийцы, которые некоторые потом их и тоже башкирами переписали, кстати говоря. Вот. Спор шел об этом. Как раз Петр Рычков, Павел Небольсин, Петр Кеппин, вот, они в своих трудах описывали, приходили к выводу, что да, среди вот типтяр-бабылей преобладают татары. Об этом и писали. А потом уже Галимзян Ахмеров, профессор Казанского императорского училища, уже на основе архивных материалов уже доказал в то время уже, что да, среди типтяри на самом деле преобладает большинство татар, и что они пришли сюда, на эти территории, из Казанского и Вятской губерний. Переселились. Вот. Потом уже в 1881 году Бессонов, как раз я говорил, Александр Бессонов, в своем труде знаменитом, он как раз писал тоже, что по его исследованиям, среди типтяр мухаммедян ничем не отличается от татар, что их язык татарский. Об этом он конкретно писал. А Николай Катанов, который жил на этой территории в 1897-98 годах, он 2 полных лета провел исследование, он говорил, что да, надо признать, что в восточной части губернии живут башкиры, настоящие башкиры, которые называются, которые этнические башкиры, а западные, те башкиры, которые живут в западной части, они скорее татары, и их язык наиболее близок к литературному языку. Вот еще один интересный момент, который нужно говорить. Многие исследователи еще в то время отмечали, что язык татар, живущих вот на этой территории, он наиболее близок к литературному языку. Он даже более близок, скажем так, к литературному языку, чем даже, например, речь татар Нагорной стороны. Например, там немножко такие особенности есть свои. То есть мензелинский говор, как и говор Заказания, он наиболее близок к литературному языку. Речь не идет о том, чтобы сомневаться, что это татарский язык или башкирский, а о том, что это среди всех татарских говоров наиболее близкий говор к татарскому литературному языку. Вот хотел бы на этом акцентировать внимание. А есть понимание вообще, откуда вдруг
у наших научных оппонентов, наверное, так назовем, мягко говоря, да, появился вот этот вот конструкт северо-западный диалект. Вообще, кто там первый камень-то бросил? Я думаю, понимание есть в том плане, что мы же знаем, что в определенный момент татар, живущих в Башкирии, активно начали переписывать башкир. И, видимо, понадобился такой, как говорится, научное обоснование для этого. Видимо, вот именно с этого момента оно, видимо, и началось. Есть книга башкирского ученого Марджановой Сарии «Северо-западный диалект». Башкирского Языка, да. Мы просмотрели, она требует особо отдельного анализа. Мы как-нибудь, может быть, в другой раз его коснемся еще. Она практически просто описывает татарский язык, можно сказать. Просто описывает татарский язык, каком она есть. Что говорят, когда имеют в виду, что мензелинский говор — это северо-западный диалект? Какие аргументы приводят некоторые? Их не так, в принципе, много. Они говорят, что да, что вот у этого диалекта есть «з», звук «з», который есть как бы якобы у башкирского языка. Ну, там говорят, вот, например, Азнакаева, это же типа название недели, одна, типа вот ТЗ, переходы, все дела. Ну, изян, вот это есть, это переход, да. Это интервокальный, она и в других других говорах среднего диалекта тоже встречается. Там говорят, что вот форму ай-ай, бармаем, кайтмаем, вот, например, про это приводит пример. Ну, что можно сказать сразу, например, про звук «з». Мы не считаем его тождественным башкирскому «з». Башкирский звук «з» и татарский звук «з», они по своему способу образования, сегодня же есть такая наука, как экспериментальная фонетика, при помощи аппаратов можно запросто проверить и показать, насколько они друг от друга отличаются. Он отличается способом своего образования. Это раз. Во-вторых, я просматривал материалы экспедиции за Казань и на горную сторону Республики Татарстан. Это нынешние Зеленодольские, Кайбычские, Аксубайские, Камско-Устинские районы. И вот в этих записях 50-х, 60-х годов языковеды фиксировали именно этот звук «з». Тоже. Тоже. То есть где Мензелинск, да. И где эти ребята? Да. Вот чем это объясняется? Вот у Фарида Юсупова есть хорошая теория о том, что, скорее всего, язык «з», он был в старотатарском литературном языке. Это был, а так как после взятия Казани просто масса народа просто поднялись и просто переселились совершенно на восток, язык вместе с ними переселился туда, можно сказать. А когда уже в конце 19-го, начале 20 века сформировался литературный язык современный, который мы знаем, там просто звук «з» не было. Кстати говоря, интересный момент. После мензелинского говора восточнее стоит бирский говор. А в бирском-то говоре уже нету буквы «з». Там уже «з» идет, чистый «з». Да и в самом мензелинском говоре оно не везде. Оно такое местами, скажем так. Например, в деревне моей бабушки, я сам из Актанышского района, в моей родной деревне это еще произносилось, а в родной деревне бабушки, которая несколько километров находится, там уже чистый «з», там такого уже нет. То есть она не везде. Но самое главное, вроде бы бирский говор ближе исконно башкирским говором, там должен был бы это влиянием объяснить. Если бы он там у них был, это было бы можно понимать, что да, башкирский язык влиял. Мы не говорим, что совсем уж башкирского языка влияния нет. Оно так не может быть. Мы живем в соседстве, мы общаемся, они сейчас смотрят радио, телевидение. Естественно, какое-то влияние башкирского языка тоже присутствует. Но не настолько, чтобы говорить, что это башкирский язык превратился в татарский. А почему тогда нет основных языковых элементов башкирского языка? Например, они говорят вместо «щас» «сокр», «щакры». Да, почему его нет тогда? Почему в мензелинском диалекте употребляется «ж» вместо башкирского «е»? Мы говорим «жир», «жигет». Это особенность среднего диалекта, кстати, не только мензелинского. А они говорят «ер», «егет». Правильно же? Или, например, вместо «ж»
местами употребляют «ж» в татарском языке. Этого вообще нет. Ну да. Да. Или, например, окончание множественного числа. Мы говорим «кышлар», «ларлар». Они говорят «кыштар», Башкаттар. «башкырттар». Или вместо «с» «х», «хаумахагат». Ну да, это самое Саумас. сложное для Это меня. вот основные элементы, которые вот именно основные показательные моменты башкирского языка. Их же нет в мизининском говоре. Их нет, просто-напросто нет. Вы знаете, перед переписью прям какой-то интересный тренд пошел. Все стали объявлять какие-то диалекты татарского языка отдельно стоящими языками. Ну, например, та же самая дискуссия насчет того, вот у сибирских татар там у них как бы диалект или язык. Скажите, пожалуйста, в чем разница между диалектом и языком? Ну, скажем так, диалект тоже язык. На нем разговаривают, у него есть фонетическая система, у него есть грамматическая система, у него есть лексическая система, у него есть грамотно изложенные предложения, как во всем татарском языке. Тут надо просто понимать, что такое язык и литературный язык, и что такое национальный язык. Есть такое понятие, как общенациональный язык. Когда мы говорим татарский язык, мы подразумеваем ведь не только татарский литературный язык, мы подразумеваем татарский литературный язык, а также включающий в себя 3 диалекта и его говоры. А есть еще социальные диалекты, есть еще жаргоны, есть еще арго, слова, да. Это все вместе составляет, есть просторечие, все это вместе составляет татарский национальный язык. Это все вместе одно целое. Внутри него есть диалект, есть литературный язык. Давайте на примере литературного языка и диалекта определимся, чем они друг от друга отличаются. Наука диалектология, вообще диалектология, изучает местные территориальные диалекты. Диалекты отличаются от литературного языка тем, что они территориально ограничены. И количество говорящих на этих диалектах людей тоже ограничено. А литературный язык служит для всех диалектов. Он над диалектом стоит. Такой инструмент коммуникации, Инструмент коммуникации, да, инструмент коммуникации. Не зря же он возник именно в конце 19-го, начале 20 века, когда уже появились капиталистические отношения, когда уже надо было составлять договора, чтобы, когда люди друг друга, представители разных диалектов, понимали друг друга правильно. Ух ты, вот Это да. нормирован, это литературный язык, он нормированный язык, он специально разработанный, чтобы все люди понимали друг друга одинаково. Будь ты проживаешь в Владивостоке, в Москве, где угодно, неважно, но для всех нас есть единый нормативный литературный язык, который нас объединяет вместе, держит вместе и помогает нам просто понимать друг друга. Вот. Возвращаясь снова к различиям диалект и язык. Значит, литературный язык – это обработанный язык, а диалект – это язык, который находится, можно сказать, в своем природном состоянии. У литературного языка есть письменность, грамматика, которая специально разрабатывается специалистами. Разрабатывается специалистами на основе существующего, ну, например, наша грамматика основывалась на татарском среднем диалекте и мишерском диалекте. И у литературного языка есть письменность, а у диалекта письменности нет. Поэтому было очень смешно, когда в прошлом году пытались провести диктант на северо-западном диалекте. Если ты знаешь, если ты проводишь диктант на диалекте, значит, ты пытаешься поднять диалект на уровень литературного языка. А тогда зачем вам литературный язык? Литературный язык, он может быть один. Он должен быть один, чтобы все понимали друг друга. Если это один язык, если, например, понятно, например, литературных языков может быть в стране много, если он относится к разным языкам, например, в Швейцарии там есть литературные языки немецкого языка и французского языка, потому что это разные языки, естественно, там их объединить не получится, для них сделать один литературный язык не получится. А здесь мы один народ, и чтобы мы понимали друг друга, создался специальный литературный язык. То же самое и в русском языке. В русском языке тоже очень много диалектов. Есть акающие, есть гакающие, есть, например, наши поволжские русские, они окающие, я пойду, например, такие варианты. Но это же не превращает их в разный другой язык. Мне, честно говоря, было жалко настоящих башкир, которые тоже сидели, смотрели этот диктант,
они видят там северо-запад, значит, диалект вот этот вот, литературный башкирский, а есть же еще два диалекта у башкирского языка. Да. И они такие, а что, Да. эти два диалекта неправильных, что вы подняли? Ну Такая, по сибирскому языку все-таки почему такая дискуссия идет, что одни считают его диалектом, другие языком? Когда этот спор мог вообще прекратиться, и кто его там поддерживает? Ну, это уже конспирологическая теория, я не знаю, кто его поддерживает, кому это интересно. Наверняка есть какие-то люди, которым интересно. Я не знаю, кто поддерживает. Вернее, кто хочет, мы их видим, они выступают. Они выступают на телевидении, они пишут книги, говорят свои теории. Но, смотрите, и говорят, что сибирский татар не входит, татарский, скажем так, получается, татарский мир не входит, получается, да. Но здесь нужно смотреть не только на языковые особенности, здесь нужно посмотреть на историю. Да, было Казанское ханство, да, было Сибирское ханство. До Сибирского ханства было еще много у них своих государств. Государства свои сибирские татары имели. Наши связи с ними еще, можно сказать, были еще булгарские времена. Но была всегда тесная связь между казанскими татарами и сибирскими татарами. Но до этого еще момента нужно сказать, что нас объединяет еще такая единая вещь, это, наверное, кипчакский язык. Мы входим в кипчакскую булгарскую группу. Вот тот компонент, который объединяет и западный диалект, и средний диалект, и восточный диалект, это прежде всего именно кипчакский язык. Кипчаки, именно элементы кипчакского языка, они присутствуют и в западном диалекте, и в среднем диалекте, она присутствует и в восточном диалекте. Это вот то, что именно нас объединяет в этом плане. То есть с древнейших времен. Это я еще не учитываю поздние времена. А поздние времена уже, и уже когда у нас было во время булгар, уже была проложена дорога между двумя ханствами. Было тесное общение. Было очень много общения. А после того, и она продолжалась и во время Золотой Орды, она продолжалась и во время Казанского ханства. Очень тесные связи. Они приезжали сюда, привозили товары. Наши туда ездили, было тесное общение. После взятия Казанского ханства, когда Казанское ханство пало, вот эта связь, она еще больше усилилась, потому что часть татар, она переселилась же не только туда, где сегодня восток Татарстана. Она переселилась, огромная часть татар переселилась и к сибирским татарам. К сибирским татарам присоединились. Там очень много сегодня населенных пунктов. И потом продолжалось это и в другие времена, это во время Столыпинской реформы. Очень много татар переселились к сибирским татарам. Потом был голод, Поволжский голод. Многие люди спасались, именно уезжали в Сибирь. Потом многие уезжали на заработки. То есть, и когда я объездил, можно сказать, ну, не совру, наверное, если скажу, что объехал каждую сибирскую деревню. Это какие области, получается? Это Тюменская область, Омская область, Новосибирская область и Томская область. Истинное, скажем так, вот как бы аборигенное население, так называемые сибирские татары, они проживают именно вот в этих областях. Но там и казанских татар было очень много. И языковые особенности переплелись очень сильно от влияния казанского татарского языка. И дело даже не только в этом. Мы переплелись с ними именно в генетическом плане. Если вы заходите в сибирским татарам дом, у них именно одна из или бабушка, или дедушка, или оба казанские татары. Там поэтому связь очень тесная с сибирскими татарами. И вот я анализировал названия топонимов. Например, я анализировал Новосибирскую область и Колыванском районе тюрко-татарские топонимы местные, около татарских деревень, где проживают чаты. И вот анализ показывает, что 80%, практически 78% анализированных топонимов, они относятся к общетатарскому языку. То есть и среднему диалекту, и
восточному диалекту. И часть только из них, вот буквально сколько-то процентов, ну, я не помню сейчас, 15% где-то, по-моему, относилось к именно сибирско-западному, западно-сибирскому диалекту. Остальная часть такая этимология, которых непонятная. Я когда в соцсетях сижу, вот в сообществах сибирских татар, и включаю видео и слушаю их речь, мне кажется, что что-то похожее я и у мишарей слышу, вот какие-то одинаковые звуки. Я, конечно, специалист, но я татарскую речь понимаю, татарскую слушаю. Есть у них что-то общее? Смотрите, да, конечно же, это вот у них то, что осталось, я думаю, по нашему предположению, от кипчаков, это цоканье. То, что есть у емешари, цокающий, и у сибирских татар цокающий элемент языка присутствует. Вот это считается, что это как раз то, что я говорил, что мы один народ, кипчакский народ, оставил свой след в этом плане. И потом, смотрите, надо объяснить такую вещь, как основные элементы ядра языка и периферийные элементы языка. Есть вот такое понятие. Основные элементы языка – это то, что объединяет все диалекты татарского языка в одну и делает татарский язык татарским. Вот. Есть периферийные элементы, которые присутствуют, немножко отличаются, которые отличают один диалект от другого, или их немножко отличают от татарского литературного языка, но не играет решающей роли. Потому что как бы не разговаривали, как бы не видоизменяли слова некоторым образом, например, ну, я скажу барам, а сибирский татар скажет парам, например, да, мы понимаем, что это одно и то же слово, просто фонетически здесь немножко окрашен, по-другому он немножко звучит. Я говорю чай, ну, Мишель скажет чай или цей, цем скажет, да, мы понимаем, что это незначительные изменения. Есть основные элементы, которые делают татарский язык татарским языком. Это вот как можно его сравнить с рубашкой. Сорочка, например, мужская сорочка. Мы понимаем, что рубашка, сорочка, да, вот на мне мужская сорочка, на вас тоже мужская сорочка. Но выглядит-то по-разному, они, узоры разные, но основные элементы, то, что он как носится. Структура что это из ткани, что там у нее пуговицы есть, что рукава есть, да. А то, что там есть рисунок другой, или кармашек есть, или кармашка нету, что он короткими рукавами, длинными рукавами, он все равно остается рубашкой. И поэтому вот это периферийные элементы, это вот те элементы, которые украшают. По-другому немножко. Они объясняются, кстати, очень просто. Потому что мы же не говорим, что татарский народ – это единый монолитный народ, который вышел из одной племени, все вышли, остались в Сибири, пришли сюда, потом дальше ушли на запад. Мы понимаем, что любой народ, не только татарский, он образовывается из различных племен, из различных народностей. Казани это были немножко, все сплотилось вокруг булгар, например, да, а в Сибири были свои местные тюркские племена, которые ассимилировали местные угорские племена. У мишари тоже такие изменения были. Потом мы объединились, и есть еще условия проживания. Вот, например, условия проживания в Сибири. Есть тайга, есть болото, есть большие реки, другая фауна, другая флора, соответственно, другое климатическое устрой, соответственно, дома будут другие, одежда будет потеплее, питание, пища будет другая, потому что живет, соответственно, около озера, где рыба одна, или другого реки, где другая река, которых нет, например, здесь в Казани. Что будет изменяться? Будет изменяться лексика, будет изменяться лексика. Этнографически мы будем чуть-чуть немножко отличаться от себя? Конечно, будем отличаться. Но везде, где бы ни жили татары, они в сегодняшний день живут, где? В местах своего традиционного обитания. Они там жили, и они жили в этих условиях. Вот это все условия жизни, они отражаются и в языковых особенностях. Лексика будет немножко другая, но грамматика немножко будет чуть-чуть другая. Но это не отменяет того, что это вот основные элементы, присутствуют основные элементы, которые объединяют язык в язык. В данном случае татарский язык. И нужно понимать, что где бы ни жили татары,
в каких бы условиях они ни жили, в окружении каких бы племен они, и народов в сегодняшний день они не проживали, они все равно остаются татарами. Вне зависимости от того, где бы мы жили, хочу сказать, что наши предки нам оставили великолепный, богатый, развитый татарский язык. Мы народ богатый книжной историей прежде всего. И мы должны все это беречь и передать дальше своим детям, своим внукам. Мы должны, это просто наша обязанность. Поэтому мы все, каждый татарин должен прилагать к этому усилия. За интересную беседу вам большое спасибо. Пожалуйста.